Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 августа 2020 года. Посмотрим, какой будет день. Карта совы выпадает как карта дня. Клевер помогает. Ключ мешает. Так. Отношения луна. Работа метла. Солнце на деньги, луна на здоровье и сад как итог дня. Подсказывать будем из колоды Парижская Сивилла. Итак, у нас карта совы выпадает на сегодняшний день, а это значит, что мы будем очень большое внимание уделять общению, уделять информации, обучению. Вот что для кого важно, да, какого рода информация. Может быть, будут какие-то важные переговоры, может быть, будут какие-то важные встречи, свидания. Хорошая карта для того, чтобы установить любой контакт между любыми людьми. Хорошая карта для того, чтобы найти человека, который похож на нас по мировоззрению, по интересам. Хорошее время для того, чтобы находить друзей, любимых людей. И хорошая карта для того, чтобы учиться. Это может быть начало обучения, это может быть просто обучение, любая информация, которая идет нам на благо. Что будет помогать? Будет помогать клевер. Именно новые возможности будут нам давать все, вот, что я говорила ранее. Да? То есть новые возможности приходят сегодня для знакомств, для получения нужной информации и так далее. Также карта говорит о том, что сегодня будут помогать какие-то неожиданные ситуации, как будто бы разрешаются сами собой. Люди приходят сами собой. Вот знаете, когда мы очень мало усилий прикладываем для того, чтобы какое-то свое важное желание, план осуществить. Что будет мешать? Будет мешать ключ. Будет мешать, знаете, то, что мы привыкли уже делать. То, как мы привыкли действовать. И будет мешать вот это желание, чтобы все было по-старому, да? Или будет мешать желание закрыться от людей. Будет мешать желание, может быть, как надежда на то, что вообще не нужно участвовать ни в чем, да, никакой личной активности проявлять. И что сами люди должны приходить. Да, возможности приходят сами, но все-таки отвечаем на них мы. Да, то есть мы можем взять или отказаться. Для отношений выпадает карта Луны. Конечно же, здесь какие-то вопросы, связанные с чувствами, вопросы, связанные с эмоциями, романтикой. Может быть, здесь заканчивается какой-то очень важный период для вашей семьи, да, может быть, ну, кстати, вот перед школой, возможно, да, и все как-то этим увлечены, заняты. Вот если у вас есть дети или вы каким-то образом причастны к обучению в школе или еще в каких-то учебных заведениях, да, вот здесь вот могут быть какие-то последние дни такие приготовления, и вот вся семья в это может вовлекаться. А также карта говорит о том, что сегодня может быть в отношениях слишком много эмоций, и рядом, тем более у нас карта метла лежит, да, чтобы не было ссор, нужно будет все-таки следить за тем, что мы говорим, как мы эти эмоции выражаем, да, желательно выражать их самым таким приятным способом, либо пусть эмоции уходят в решение каких-то дел, да, в активность какую-то. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Карты супружеские узы. То есть действительно можно встретить партнера по душе, да, для того, чтобы в конце концов ваша дружба, ваши интересы, они стали общими. И вот если сегодня встреча происходит, то обязательно будет взаимопонимание больше и больше со временем.
брак может быть с этим человеком счастливым. И карта говорит о том, что может быть в материальном плане все тоже очень удачно с этим человеком. То есть не пропустите эту возможность. Для тех, у кого есть пара, доверие и благополучие карта выпадает в дополнение к Луне. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы будете решать вопросы денег, вы будете решать вопросы имущества, или, может быть, распределять работу по дому, что кому делать, да. И, в принципе, у вас все хорошо, у вас на все всего будет хватать. И карта говорит о том, что сегодня вы сможете все успеть, то, что запланировали вдвоем. Карта также шанса, какого-то очень такого счастливого шанса, удачи. И это тоже нужно иметь в виду. В вашей паре может быть какая-то ситуация в ваших взаимоотношениях, или, может быть, вокруг вас это будет происходить, что будет возможность что-то улучшить. Для тех, кто в ссоре, посмотрим карту. Карта письма, перспективы. То есть карта говорит о том, что впереди у вас все хорошо, если только вы сейчас успеете исправить ситуацию. Может быть вмешательство других людей в то, чтобы вы не помирились. И обращайте на это внимание и имейте это в виду. Да, то есть старайтесь решать вопросы сами, не через кого-то, потому что вот кто-то может вам или завидовать, да, в общем, как-то мешать. Давайте посмотрим, что на работе сегодня. Метла. Это карта большой активности, это карта большого количества дел, может быть, поездки какой-то, может быть, каких-то как бы переломных моментов в работе. Допустим, было раньше такой график был работы, да, сейчас будет другой. Должность была одна, стала другая. Проект был один, сейчас другой и так далее. То есть вот разные такие переходы могут быть. А также карта говорит о том, что вы сегодня можете попасть в такое состояние как бы зависимости от работы. Может быть, вам будут не нравиться какие-то моменты, но вы понимаете, что вам сейчас по-другому нельзя, да, без этой работы вам не обойтись, и вы будете как-то соглашаться с тем, с чем бы не согласились в другое время. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто ищет работу. Карта неожиданной радости, значит, будет обязательно у вас удача сегодня, возможность, но, скорее всего, это будет от близких людей или от друзей, это удача, то есть через помощь близких, через помощь людей, которые к вам хорошо относятся. И, знаете, еще, может быть, даже сразу несколько человек вам будут помогать. Для тех, у кого есть работа, опять же, здесь карта препятствий, да, карта ревности. То есть для работы, конечно, ревность, может быть, не очень подходит слово, хотя бывает и такое, что в коллективе, да, человек какой-нибудь рядом с нами завидует нашим успехам, да, или к тому, как к нам относится начальство, или еще что-то в этом роде, да, и вот может как-то злиться там в сторонке и в такой самый неподходящий момент мешать, да. Вот. Но карта говорит о том, что здесь можно остаться с этим человеком друзьями, договориться с ним как-то можно, да, и решить вопрос, главное не откладывать. То есть, если вы заметили, что какой-то человек там реагирует неправильно, вот нужно попробовать наладить с ним отношения, и тогда вот эти все сложности уйдут. Тут, скорее всего, вот, может быть, даже ссора какая-то назревает в коллективе. И вот это можно предотвратить, если вовремя среагировать. Для тех, у кого свое дело. Карта враг, потеря. Карта говорит о том, что вполне возможно были какие-то ошибки в делах. И, может быть, кто-то вас может критиковать за эти ошибки, да, и вы будете чувствовать, что, может быть, это несправедливо, да, может быть, вы сделали все, что могли.
Вот, но все уляжется, все это уйдет, пройдет, поэтому не придавайте этому большого значения. Карта говорит о том, что, скорее всего, то, что будет сегодня происходить, оно особо отношения к вам не имеет. То есть ваша совесть спокойна, скажем так, да, и люди просто как бы несправедливо к вам относятся. Поэтому не обращайте внимания и занимайтесь своим делом, и просто уходите в какие-то каждодневные дела, да, или просто успокаивайте себя тем, что вы сделали все, что могли, а значит, это правильно. Так, теперь карта Солнца. Карта Солнца для денег. Замечательная карта, когда у нас как бы финансовый успех. Или мы получаем сумму какую-то денег, вот ту как раз, какая нам необходима на проживание, да. Здесь не такие уж прям большие деньги, но все-таки. Также по этой карте очень часто выигрыш идет. Мы тратимся на какие-то праздники, торжества. Может быть, карта, которая говорит о том, что вот в финансах нам вообще сегодня везет. Для тех, кто на зарплате. Удача, счастье, судьба карта, да, то есть, ну, эта карта тоже говорит о том, что с денежками будет все в порядке. Скорее всего, здесь деньги приходят, да, и вы очень рады этому. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта неприятностей. Но, скорее всего, вы здесь то, что было в прошлом, вы преодолеете, и сегодня вам как раз будет польза от прошлых неприятностей, потому что у нас карта Солнца, и еще по этой карте, в сочетании особенно, можно сказать, что будут помогать в финансах друзья, близкие, родные, или, может быть, просто подарки какие-то будут приходить от близких, а может быть, это просто ваш общий вклад в семью. Для здоровья выпадает карта Луна. Это значит, что сегодня желательно дать себе возможность расслабиться, поговорить по душам с близкими, может быть, там, погулять на природе. Да? Вот эта карта, когда эмоции должны улечься. Если же вот с эмоциями сегодня не разобраться, они могут уйти в какие-то глубокие слои подсознания, да, и оттуда потом портить нам здоровье. То есть вот сегодня желательно на это обратить внимание. Также хорошо на здоровье будут влиять разные виды искусства, творчества и так далее. А если же у кого-то была болезнь, да, то вот здесь либо выздоровление, либо вы просто точно знаете, какой диагноз, и знаете, как лечить. Здесь вот как бы уже как бы такой момент самый, ну как бы самый плохой уже прошел, да, теперь уже все будет, болезнь будет уходить, если вдруг у кого-то она есть. Давайте я дополнительную карту достану. Так, карта вознаграждения. То есть то, что вы будете сегодня здоровьем заниматься, это будет обязательно вознаграждено вашим телом, да, вашим здоровьем. И, скорее всего, уже в ближайшее время здоровье будет в порядке, да. Так, давайте теперь посмотрим итог дня. Сегодня итог дня Сад. То есть в конце дня у нас может быть какая-то вечеринка, какой-то праздник, может быть какое-то собрание, если на работе, допустим, да, или может быть просто очень большое количество людей, которые сегодня с нами общались, с которыми мы созванивались, переговаривались, встречались. И вот, может быть, будет ощущение того, что нужно переключиться, отдохнуть от вот такого большого количества общения. И карта нам рекомендует это сделать вот по Луне, да. Так. Вот нужно обязательно переключиться на семью, на друзей, на какие-то, знаете, такие спокойные отношения, доверительные, да, когда вы можете пообщаться, поговорить о том, что вам важно, или то, что накопилось. Для вас это вот в конце дня очень важно будет, потому что, скорее всего, вот то, что сегодня происходило, оно очень важно для вас, и нужно поделиться. Вот здесь еще у нас карта выпала рискованных действий.
Скорее всего, сегодня день, он либо сегодня прям удачу принес, либо это в будущем удача благодаря сегодняшнему дню реализуется. Вот, и поэтому сегодня, конечно, как бы вас, может быть, переполняют чувства, и хочется об этом поговорить с близкими. Это вот важно, это нужно. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.